Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Скатертью дальний путь стелется. Дети будут сопровождаться сотрудниками МВД. Более того, все детские лагеря под охраной в 24/7. Сегодня 560 детей из Татарстана отправились отдыхать на Черноморское побережье. Счастливого пути им пожелала Алия Хайрудинова. Порядка 200 казанских вейп-шопов проверят на соблюдение нового закона. Об особенностях антитабачного закона и о том, какие нарушения уже выявили, расскажет Алена Струминская. Дружба, застывшая в бронзе. Они называли друг друга братьями. Сегодня в Казани открылся мемориал, посвященный Максиму Горькому и Федору Шаляпину. О том, какую роль в их судьбе сыграла столица республики, расскажет Рамиль Галиулян. Начнем выпуск с новости, которую обсуждает вся страна. В соседних Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком со смертельным исходом. Уже умерли 16 человек, пострадавших 37, среди них 16-летняя девушка. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Еще двое, юноши и женщина, находятся в реанимации в Удмуртии. Все они употребляли сидр, яблочный слабоалкогольный напиток, который продавался на разлив в местной сети магазинов. По предварительным данным, в нем присутствовал смертельно опасный метанол. Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в Главное следственное управление России. Самарский предприниматель, поставлявший некачественную продукцию, задержан. Сотрудники правопорядка изъяли 193 кеги сидра, каждая по 30 литров. Обращаем ваше внимание, напиток «Мистер Сидр» от производителя ООО «Анди» смертельно опасен. Если вы его употребили, немедленно обратитесь в больницу. Симптомы отравления: слабость, головная боль, тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, ухудшение или потеря зрения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям выявить всю смертельную продукцию и изъять из оборота. Госалкогольинспекция Татарстана уже провела проверку по факту возможного ввоза продукции этого предпринимателя на территорию республики. В настоящее время Госалкогольинспекции Татарстана проверены декларации всех участников алкогольного рынка. Проверили данные ЕГАИС. По результатам проделанной работы выяснилось, что слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр» и другая продукция данного производителя в республику никогда не поступали. Напомним, массовое отравление метанолом, которое привело к смертельному исходу, произошло и в нашей столице. В ноябре 2021-го в реанимацию попала компания молодых людей, употребившая так называемую незамерзайку – жидкость для автомобильных омывателей. Тогда оказалось, пострадавшие перепутали две одинаковые тары, в одной из которых находилась спиртосодержащая жидкость, которую компания приобрела для употребления, а в другой – незамерзайка. 13 человек были доставлены в больницу, 3 из них в реанимацию. Одну девушку спасти не удалось, она скончалась. Анализы показали, у всех пострадавших в крови был метанол. Сегодня вечером в Казань доставили 4-летнего ребенка, выпавшего с балкона 5-го этажа. Из Нижнекамска в ДРКБ его перевезли на реанимобиле. Состояние мальчика критическое. Как известно, в момент падения он был дома один. Родители работали, старший брат остался в гостях. Мальчик получил серьезные травмы, сломаны оба бедра, ушибы легких, сотрясение мозга. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают, почему такой маленький ребенок остался дома один и без контроля взрослых. При этом семья считается благополучной, на учете не состоят, претензий от органов опеки не было. Напомним, на прошлой неделе произошли уже 2 таких случая. 3-летние дети погибли в Елабуге и в Казани. За 2022 год в республике мы потеряли 7 детей в результате падений с высоты. Зафиксировано 3 факта в Агрызе, 2 в Набережных Челнах, по 1 в Альметьевске и Нижнекамске. Надзорное ведомство призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра. Очередное страшное ДТП в республике. Сегодня в Набережных Челнах маршрутная «Газель», в салоне которой находились 6 пассажиров, опрокинулась на бок, перелетев отбойник. Достать пострадавших помогли пешеходы и сотрудники ГИБДД. По данным пресс-службы мэрии Автограда, 5 пострадавших госпитализировали в БСМП. Их состояние средней степени тяжести. По предварительной информации, водитель микроавтобуса врезался в отбойник, совершая обгон КАМАЗа у остановки Колледж Васильева.
На этой неделе в Казани начнется ремонт моста «Миллениум». В связи с этим полностью закроют одну сторону от Амирхана до Вишневского. 1,5-километровый мост открыли еще в 2007 году, практически после тысячелетия города. За 16 лет капитального ремонта здесь не было. Меняли лишь верхний слой асфальта. Сейчас предстоит восстановить гидроизоляцию, полностью сменить покрытие, обновить пролеты, опоры и другие части конструкции. На прошлой неделе Рустам Минниханов осмотрел мост. Райс республики подчеркнул, все работы нужно выполнить в срок. Сейчас определяют точную схему движения после закрытия «Миллениума». Ее опубликуют после согласования с ГИБДД на этой неделе. На период закрытия двухстороннего движения автотранспорта будет организовано по второй половине моста в направлении движения от Вишневского до улицы Сибгат-Хакима, а также в обратном направлении. Будем держать жителей и автолюбителей в курсе развития ситуации через наши информационные ресурсы. Надеемся на понимание со стороны автовладельцев. Сегодня из Татарстана в оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края отправилась первая группа школьников. На побережье Черного моря в первой смене отдохнут 560 девочек и мальчиков. За все лето там побывают более 4000 ребят. Путь на море они держат на специальном детском железнодорожном составе. Для них в дни заезда и выезда на вокзалах будут работать зеленые коридоры. Счастливого пути тем, кто через 2 дня окажется на морском берегу, пожелала и Алия Хайрудинова. У меня вот предметы с собой, кольца, палка, чтобы продолжать свои тренировки в лагере. Савелий Артеменко – гимнаст, чемпион России. Говорит, что на Черное море в составе сборной Татарстана едет впервые. Но я успешно завершил соревнования. Нам сказали, что мы поедем на море, в Анапу, чтобы хорошо отдохнуть, провести время. Я вот с собой взял предметы, чтобы потренироваться, повысить свои навыки в своем спорте. Вот, надеюсь, отдых будет прекрасным. Зиля и Зифа Загидуллины, родные сестры, тоже гимнастки. Старшая Зиля в этом году завоевала золото на международных соревнованиях «Дети Азии». Зифа стала победителем первенства республики. Ответственность, конечно, большая. Все-таки моя сестренка, помогать тоже надо очень. Она в первый раз. Вот посмотрит, какова жизнь в лагере. Ну, чтобы тоже найти новых друзей и отдохнуть. Ну и позаниматься тоже. Сегодня на Черноморское побережье отправились 560 мальчиков и девочек. В Крыму их ждет социально-педагогическая смена, в Анапе будут заниматься творчеством. Обеспечить содержательную программу, качественное питание и безопасность – такое поручение дал Рустам Минниханов. Особое внимание требует вопрос организации питания и санитарной безопасности. Вот я с правоохранительными структурами сегодня еще раз заострил внимание: Росгвардия, МВД, МЧС, ну и Росприроднадзор. Все наши службы, и лесники, и экологи, все эти вопросы детского отдыха, это касается всех нас. Мы должны обеспечить хороший, качественный, самое главное, безопасный отдых. Безопасность начинается прямо с перрона, прямо с вагонов. И вот сейчас кинолог вместе с собакой, это Бонни, проверяют сам вагон на наличие взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия. Бонни. Осматривает вагоны и министр Ренат Садыков. Плацкартный рассчитан на 54 человека. Есть вагон-ресторан. Детей в пути будут кормить 3 раза. На особом контроле Минмолодежи безопасность. Лагеря на море министр собирается посетить и сам. На этапе сопровождения от города Казани до Анапы и до Крыма дети будут сопровождаться сотрудниками МВД. Более того, все детские лагеря под охраной в 24/7, в ежедневном режиме. Ну и вместе с тем, конечно же, это некоторые специальные мероприятия проверочного характера, контрольно-ревизионного характера от наших специальных служб, которые и обеспечивают безопасность детей и работников детских лагерей. У нас очень короткий контроль, это родительские чаты, с которыми мы общаемся. У нас есть чат родительского совета при министерстве, туда сразу же поступает любая информация, какая только можно, поэтому пусть эта информация будет хорошей. За лето в лагерях отдохнут 168 тысяч татарстанских ребят. Бесплатно проведут летние каникулы в лагере 139 детей из Лисичанска. Их уже принял Дол Саулык в Набережных Челнах. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.
Порядка 200 столичных вейп-шопов проверят на соблюдение нового антитабачного закона. Рейды начались сегодня и продолжатся до 7 июня. Новый закон вступил в силу с начала лета. Теперь запрещается продавать вейпы в интернете, размещать плакаты и рекламу, продавать любую продукцию лицам до 18 лет и выкладывать электронные сигареты на открытых витринах. Первые нарушения в столичных магазинах сегодня зафиксировали молодогвардейцы. В 2 из 3 торговых точек вейпы были на открытых витринах. Что грозит нарушителям и в чем особенности антитабачного закона, расскажет Алена Струминская. Вот премиальную жижу Хасми можно? А паспорт есть у вас? С собой нет. Со скрытой камерой в один из казанских вейп-шопов заходит 15-летний Ранель. Задача парня – попробовать купить жидкость для электронной сигареты без документов. Проверку на честность этот магазин прошел. Когда я зашел в магазин, там стояла женщина. Дальше я начал уточнять. Мне сказали, что без документов консультация не может быть. Вслед за тайным покупателем заходят молодогвардейцы. Сегодня они проводят рейд по продаже вейпов. Проверили 3 столичных точки. У них есть, да? Просто видишь, они... Да, мы товары складывали. Да. Проверяют соблюдение правил нового антитабачного закона. Он вступил в силу с 1 июня. Теперь запрещено продавать вейпы в интернете, размещать плакаты, рекламу, продавать любую продукцию лицам до 18 лет и выкладывать электронные сигареты на открытых витринах. Особое внимание последнему пункту. Нарушения по нему выявили в 2 точках. Продукция не скрыта. На исправление у магазинов есть 3 месяца. Переделать полностью полки – это тяжело, денег много. И вот хотим шторки заказать, чтобы их закрывать. Когда клиент заходит, их открывать. Когда вышел закон, чтобы скрыть продукцию, мы заказали шторки для магазина. Такие рейды в эти дни проходят по всей стране. В Казани проверят порядка 200 магазинов. Это федеральная акция, которую запустила «Молодая гвардия» с 3 по 7 июня. Мы будем мониторить вообще по всей стране такие магазины. В Казани мы планируем обойти все такие магазины, которые есть, которые занимаются продажей табачной продукции. Пожалуй, главное в новом законе – это запрет продажи любых вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Раньше подростки могли приобрести жидкости для электронных сигарет, в которых содержалось менее 1 грамма никотина. Теперь продажа запрещена полностью, в том числе и без никотиновых жидкостей. О том, что это очень важная и нужная поправка, в первую очередь говорят врачи. Трагические случаи с подростками-вейперами регулярно случаются по всей стране. Так, в апреле 5-классник из Кемерово, покуривший вейп, умер. А в Саратове врачи до сих пор борются за жизнь подростка, который попал в реанимацию после курения электронной сигареты. Причем безникотиновые жидкости, которые чаще пользуются спросом у несовершеннолетних, также опасны. Даже в обычной сигарете ведь не содержится не только один никотин. В этих электронных средствах доставки используются именно чисто химические структуры. Глицерин, пропиленгликоль, которые сами по себе, может быть, окружают нас и в обычной нашей жизни. Но эти вещества не нагреваются, эти вещества нами не вдыхаются. Все нарушения, зафиксированные молодогвардейцами, уже переданы в Роспотребнадзор. Если при повторной проверке их не исправят, владельцев ждет штраф до 600 тысяч рублей. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Лишнее молоко. По словам фермеров, животноводческую отрасль республики ожидает крах, если не остановить падение закупочных цен на белую нефть. Как в Татарстане выстроились в очереди на сдачу коров на мясо, читайте в интернет-газете «Реальное время». Завтра вся страна отметит День русского языка и 224-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Несколько знаковых событий уже прошли сегодня. В Казани открылась мемориальная композиция, посвященная Федору Шаляпину и Максиму Горькому. Она появилась на фасаде здания музея 2 знаковых фигур русской культуры. На торжественной церемонии присутствовал Рустам Минниханов. Сегодня же Райс Республики провел встречу с активом Русского национально-культурного объединения. Какие проблемы озвучили, услышал Рамиль Галиуллин. В центре Казани сегодня звучит легендарный русский бас. Здесь Рустам Минниханов и вся творческая интеллигенция. Все несут цветы. Так в столице открывается мемориальная композиция, посвященная Федору Шаляпину и Максиму Горькому, жизненные пути которых впервые пересеклись именно в Казани. Они называли друг друга братьями. Их объединяла любовь к искусству, к родине и ее талантливому народу. Казань стала для них городом, где произошел их духовный рост и становление. Сегодня эти 2 талантливых человека снова вместе.
Бюст юного Горького был установлен на здании музея в 1967 году. Теперь рядом с ним в бронзе застыл и 20-летний Шаляпин. За ними металлическое панно с видами Казани на рубеже 19-20 веков. Очень много воспоминаний у Горького и у Шаляпина. Есть места, обозначенные с Казанью, виды Кремля, университет, оперный театр, места, которые были для Шаляпина и для Горького очень дорогие. Музей сегодня носит имя Шаляпина и Горького. Здесь 40 тысяч экспонатов. Их показывают Рустаму Минниханову. Здесь собрана живопись, документы, личные вещи и редкие архивные фото двух гениев. Вот на этой стене, да, предметы, фотографии, которые связаны непосредственно с Казанью. Фотография 6-го городского училища, где Шаляпин учился, 2 класса он закончил. Здесь же Рустам Минниханов провел встречу с активом Русского национально-культурного объединения. Они стали уже традиционными. Здесь всегда поднимаются важные вопросы, подчеркивает Раис Республики. Встреча особенно значима в юбилейный год для Шаляпина и Горького. Событие очень знаковое не только для республики, я считаю, что для всего русского мира, для всей России. Вот Шаляпин и Горький вот вместе здесь. Очень прекрасная выставка. И, конечно же, мы все эти движения поддерживаем. У нас есть хороший повод для обсуждения, встречи. Объединение было создано 10 лет назад. Сегодня его филиалы работают по всей республике. Ирина Александровская поблагодарила Рустама Минниханова за поддержку их инициатив. Это открытие памятника святым Петру и Февронии, культурного центра имени Пушкина, мемориалов выдающимся личностям. По подготовке и проведению 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина ваш созданный оргкомитет по подготовке к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Все это очень необходимые координирующие действия, которые позволяют нам взаимодействовать со всей вашей командой и с представителями министерств, ведомств и исполкомов нашей республики. Мы благодарим вас за это. Сейчас активно развивается Центр русского фольклора. Нужно дополнительное помещение, говорят на встрече. Также речь шла о систематизации этнографических материалов и повышении квалификации сотрудников музея Чистополя. Мы знаем, что есть при Волжском нашем федеральном университете замечательная кафедра этнографии и антропологии. И хотелось, чтобы музейные сотрудники имели возможность в заочной форме, если возможно бесплатно, обучению и получению в магистратуре по квалификации как раз этнографической истории народов Урала и Поволжья. Ведь очень важно, чтобы история подавалась правильно, подавалась и проецировалась на подрастающее поколение. Рустам Минниханов отметил, по всем вопросам будет оказано содействие. Кроме этого, большим событием в следующем году станет празднование 225-летия Александра Пушкина. Раис Республики поручил провести торжества на высоком уровне. Мы всем помогаем. Мы не делим, но тем более для нашей республики вот, русской культуре, русскому языку должно быть подчеркнутое внимание. Мы к религии и к языкам всем относимся, но русский язык – это самый главный язык нашего российского государства, он не обсуждается. Рустам Минниханов сообщил, для самых достойных молодых исполнителей в этом году будет учреждена республиканская премия имени Федора Шаляпина. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. В Нижнекамске прошел конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов компании ТАИФНК, в котором приняли участие 17 работников. Для каждого это возможность улучшить свои профессиональные навыки и повысить производительность труда. Артур Васунов работает прибористом на ТАИФНК 1,5 года. Он контролирует правильную работу датчиков. На конкурсе хочет показать все свои профессиональные навыки. Для предприятия профессия прибориста особенно важна, так как вся технология в основном держится на расчетах и проверке. Я благодарен руководству за то, что они позволяют юным прибористам повышать свою квалификацию и профессиональные навыки.
На этой площадке оттачивают мастерство электрогазосварщики двух компетенций – ручной и дуговой сварки, покрытым штучным электродом и не плавящимся вольфрамовым электродом. По заданию им нужно приварить детали для получения сосуда. Сварщик – востребованная профессия на производстве. От его действий зависит качество, время ремонта. Сокращается минимум простое технологического оборудования. На конкурсе профмастерства участвуют 17 работников предприятия ТАИФ НК. Такие соревнования не только улучшают профессиональные навыки, но и помогают продвинуться по карьерной лестнице. Профессиональный рост на лицо – это наша лаборант. То есть была лаборантом, сейчас она уже инженер-химик в лаборатории. И наш сварщик, который республиканский призер, он уже на данный момент исполняющий обязанности мастера. Соревнования длились около 2 часов. Лучшим среди компетенций сварщик ручной и дуговой сварки, покрытым штучным электродом, стал Рустем Хуснуллин. Среди компетенций сварщик ручной и дуговой сварки, не плавящимся вольфрамовым электродом, Айнур Сафин. А у прибористов отличился Вадим Пахилюк. Не думал, что возьму первое место. Очень рад. Думаю, что в дальнейшем это даст мне карьерный рост, мотивация, чтобы дальше развиваться. Такие соревнования ТАИФ НК проводят 2 раза в год. В ноябре свои профессиональные навыки покажут операторы, электромонтеры и лаборанты. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Госсовет Татарстана признан самым открытым парламентом страны. Таковы итоги Всероссийского независимого исследования региональных законодательных органов «Парламент на ладони». Эксперты изучили их деятельность в 85 субъектах. Как сообщил Фарид Мухаммешин, в Татарстане вопросам открытости власти уделяется серьезное внимание, а прозрачность является одним из важнейших критериев оценки эффективности. Он отметил, важна обратная связь от депутатов, особенно по обращениям граждан. При составлении рейтинга учитывали организацию прямых трансляций пленарных заседаний, а также комитетов и комиссий, размещение в открытом доступе видеоархивов, расширение площадок в соцсетях. Звуки рока на муслюмовских просторах звучали в прошедшие выходные. Здесь прошел первый республиканский детский и молодежный фестиваль «ИК-рок», организованный Министерством молодежи и Казанской школой рока. Выступить на муслюмовской сцене приехали юные рокеры со всего Татарстана и гости из соседних республик. Кто своим талантом покорил сердца зрителей, расскажет Светлана Звонарева. Это мероприятие по праву войдет в историю Муслюмова. За один день 23 рок-коллектива, сотни участников на одной сцене до позднего вечера раскачивали зал под открытым небом. Для музыкантов, самым юным из которых 6 лет, эта площадка – возможность проявить себя и пообщаться с единомышленниками. По словам организаторов, их цель – сначала вызвать интерес, потом любовь к рок-музыке. Детский рок-фестиваль первый в Татарстане, когда выступают со всех уголков Татарстана и даже из соседних республик приезжают дети, коллективы, рок-группы настоящие. И это очень большая такая актуальность именно в этом, в том, что дети уже в 6-7 лет, они поют Цоя, они знают наизусть песни очень многих коллективов, Битлз, Цой. Это все очень важно. Они позволочники музыка. Почему это интересно? Потому что это живая музыка. Барабаны, гитары. Хочется улыбаться, потому что чувствуешь энергию, мощь. Наш район представляют 3 группы. Их организовали сами дети, а приехавшие гости для них – пример для подражания. Юным музыкантам предстояло покорить сердца не только зрителей, но и компетентного жюри. Возможно, для кого-то победа на фестивале станет стартом в большое творческое будущее. Вот это все мероприятие как-то энергии добавляет, новые эмоции, это все, никто не устал. Фестиваль дал новый опыт, в принципе. Очень сильно понравилось. Девочки красивые. Каждая рок-группа нашла здесь своего зрителя и сорвала аплодисменты. По мнению жюри, первое место заняли рок-группы «Воздушная кукуруза» и «Красная скала» из Казани. Второе разделили вокально-инструментальный ансамбль «Холодный драйв» из Муслюмова и группа «Честное слово» из Менделеевска. Под занавес для всех праздничный салют и песня, которую знает каждый.
Светлана Звонарева, Рамиля Салимова, Динар Нуруддинов, ТНВ, Муслимовский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. С 5 по 11 июня в Казани пройдет международный театральный фестиваль «Наурус». В программе спектакли из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, хедлайнеры, столичные театры, школа драматического искусства и etc. Билеты в кассах театров для зрителей старше 6 лет. Для производства работ на объектах по России в компании ООО «Подземные коммуникации» требуются монтажники наружных трубопроводов, сварщики полиэтиленовых труб, разнорабочие. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Дорога на дачу лежит через Оби. Все для сада и отдыха по привлекательным ценам. Оби, чтобы дача радовала. Казань, проспект Победы 141, корпус 2. Июнь – это долгожданный месяц светлых ночей, душистых трав и поющих птиц. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. В республике значительно похолодало. Какой будет погода в предстоящие сутки, узнаем через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет довольно холодно. Ночью ожидается 11 градусов тепла, а днем всего 16 градусов. В первой половине дня пройдут дожди. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге теплее, осадки не прогнозируются. Ночью 9, днем около 20 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачная погода с прояснениями без осадков. Ночью около 8, днем 19 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси здесь у нас переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью температура понизится до 7 градусов тепла, днем около 20 градусов выше 0. В Болгаре, Дрожжином, Буинске переменная облачность, вероятность осадков небольшая. В ночное время ожидается около 12 тепла, а днем до 20 градусов выше 0. Прохладнее в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Ожидается ночью 8 градусов тепла, а днем плюс 21. Вероятность дождей минимальная. В среду существенных изменений в погоде не ожидается. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Нужно выбрать подарок? С Флауау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 000 000 подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флауау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Если кто-то хмурится и нагоняет тучи, закажите ему сюрприз на Флауау. Маркетплейсе необычных подарков с доставкой от 30 минут по всей России. Пусть букет из тропических цветов и сочные капкейки вернут солнечное настроение.
В столице Татарстана переменная облачность сохранится. Днем вероятен дождь, ночью около 17 градусов тепла, а днем 19 градусов выше 0. Ветер с западного направления умеренный. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли спокойное. Начало лета не балует стабильностью в погоде, и ближайшая неделя станет тому доказательством. Одевайтесь по погоде. До свидания. Берегите себя.